Мероприятие началось под звуки государственного гимна Республики Абхазия. Затем с приветственной речью выступил вице-президент Беслан Бегвава. Он отметил, что открытие Центра компетенций – это важный шаг в расширении профессионального потенциала страны и выразил уверенность в том, что знания и опыт, которые студенты будут получать в Центре, станут прочным фундаментом для подготовки высококвалифицированных специалистов. Это не просто новый образовательный проект, а важный шаг к расширению профессионального потенциала страны. Для Абхазии это также шаг к более тесной интеграции с образовательным пространством России, что открывает перед студентами новые возможности. Уверен, что обучение, возможности и опыт, которые студенты будут получать в Центре компетенций, станут прочным фундаментом для подготовки высококвалифицированных специалистов. Как отметил заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля, проект Центра компетенций – это методики программы оценки и развития, которые помогут в отслеживании профессиональных навыков у студентов, а также выявлении их сильных сторон, таких как внедрение в коллектив, умение анализировать информацию, целеустремленность. В университете открывается Центр компетенций. Мы учим преподавателей с этим работать. А дальше студенты приходят в этот центр, проходят диагностику, получают рекомендации по развитию своих надпрофессиональных компетенций. Но самое главное, есть несколько моментов, которые необходимо отметить. Первое. Университет получает информацию о том, кто у него учится, что можно с этими студентами делать, на кого обратить внимание, кого подтянуть, с кем работать, кого выделить в качестве старост, например, или руководителей будущих. Посмотреть на их потенциал. Это первый момент. Второй момент – это для работодателей. У вас очень большая потребность в кадрах в республике, а здесь в университете куются просто самые профессиональные, самые лучшие молодые кадры. Каждый молодой человек, проходящий курс Центра компетенций, получает рекомендации в виде подробного паспорта, а университеты потенциальные работодатели обращают внимание на то, кого стоит привлечь к работе, включать во внеучебную деятельность. На открытии также вручили паспорта компетенций студентам, успешно прошедшим диагностику надпрофессиональных навыков. Победителей более 10 человек пригласили на сцену. С некоторыми из студентов мы успели пообщаться и узнать, какие у них были первые впечатления от новости о победе. Я не ожидала победить вообще. Я прошла, забыла об этом, потом мне позвонили, сказали, что я прошла, и это было неожиданно очень. На самом деле, как мы пришли к данному конкурсу, нам на факультете прислали ссылку и предложили зарегистрироваться, поучаствовать. Мы решили, что это интересно, что это вообще интересная возможность, почему бы и нет. Задания были... Какие-то были сложные, какие-то были легкие, с какими-то справлялись очень быстро, над какими-то приходилось думать. Данный проект позволил нам выявить такие различные компетенции, как партнерские качества, лидерские качества, которые позволяют нам разделять ответственность, участвуя в командах, также в различных других проектах. И также этот конкурс включал в себя различные направления, как включая и на логику, и на само мышление по образовательным качествам. И данный проект позволил нам выявить свои личные компетенции, благодаря чему мы получили также новые знания. Как отмечается, сегодняшняя встреча поможет молодому поколению изучить конкурсы, которые также проводятся в республике. Например, гостеприимная Абхазия. Проект, созданный при поддержке платформы «Россия – страна возможностей». Мы сегодня вдохновляли, мотивировали ребят, чтобы они показывали, какая уникальная страна Абхазия, чтобы они открывали новые маршруты, новые туры, чтобы они открывали новые грани Абхазии. Мы, честно говоря, впечатлились. Я уже хочу приехать на события, которые придумали ребята. Я уже хочу открыть для себя восток Абхазии, потому что он таинственный, его еще не все знают. Так что мы уже прям практически начали применять знания, которые есть у ребят и которые хотят этим щедро делиться. Как отмечают эксперты, молодое поколение быстро включилось в процесс новых конкурсов. Ребятам только успели рассказать немного о платформах, как они уже давали интересные отклики и идеи. Алиса Адлеева, Владимир Капуза, Абаза ТВ.